будет вот так. Куда не идет сейчас? Сначала мы его так чуть-чуть прижмем. И сейчас я его вот отсюда пропущу. Да, давай. Может на паузу поставить? Да, пускай будет, ничего страшного. Сейчас мы уже запускаемся. Что надо еще делать? Держать или что? Держать? И был опять же главный форум с президентом, Генеральное агентство по делам иностранцев, Павел Игоря Вячеславовича. Все условия для создания человека, конечно, особо иностранского правительства, иностранского министерства, Министерства национальной справедливости, они нам оказали такую поддержку. Основная цель проведения данного форума. Вы знаете, что сейчас в мире складывается такой геополитический климат, потому что всегда международные отношения. Россия везде начинает все против России, заводиться войны против России. В этот момент нам необходимо, чтобы собирать нашу иностранную молодежь с открытый диалог, что надо делать, что нас ждет, как сплотиться, как сплотить как единую нацию. А в этом, на сомнении, может быть, Казахстан один из лучших субъектов. Россия, я сказал, что мой один прекрасный друг, депутат Европарламента, когда мы встречались в Европарламенте, он сказал прекрасные слова. Знаешь, как мы встретились? Я очень испанец, но который люблю Божье. Я патриот России, люблю Россию. Но Дагестан почему-то я Божий. Я не виноват. Уважаемые друзья, мы все прекрасно понимаем, как мы стали врагами данного памятника, который мы собираем сегодня обсуждать. Глубоко, к сожалению, мы представители гражданского общества и государства пока проявили борьбу за умы нашей молодежи. Во многом социальные сети интернет воспитывают подрастающее поколение вместо нас. Пункт современного и подготовленного молодого человека находится под постоянным давлением агрессивной информационной среды, различных антироссийских идеологий. В такой ситуации, когда мы не контролируем ситуацию, враждебные силы, враждебные идеологии проникают в мозги нашей молодежи. И все сложнее бороться воспитать настоящих граждан своей страны патриотов. И по вопросам такие прекрасные термины, как патриотизм, как гражданство, ответственность, любовь к родине. Поэтому мы решили провести вот такой открытый диалог с дагестанской молодежью и вместе найти ответы, что нам надо делать. Потому что интернет-ресурсы и другие диалоги стали очень агрессивными, в этом вопросе у нас проигрывают. И властные структуры, и общественные организации надо как-то этому относиться. Мы найдем какие-то ответы на этот вопрос совместно с вами, найти пути, что нам надо делать, что не хватает. А я, с своей стороны, когда вернусь в Москву, наверное, описано будет справку администрации президента, что надо делать, чтобы как вот это патриотическое воспитание подняло новый уровень. Пока, я хочу сказать, что финальное известие национальной экономики, мы готовы очень серьезные программы сейчас, одну работу и Евгений Примаков и
больше было внимания, было финансирование развития туризма, экономическое сотрудничество. Над этим документом мы ведем работу с обоих сторон. Мы все это направлены для поддержки Дагестана, нашего родного края. Мы все будем делать, чтобы Дагестан нашел достойное место среди российских регионов. Поверьте, это наша задача. Тем более в этот период, когда республика руководит Мерина, наш гражданский долг. Поддержать правительство Дагестана, быть рядом всех вопросов. Так что мы все будем делать. Огромное вам спасибо, что вы это поднялись, сохраните. Я всем вам благодарен. Наши эксперты из Москвы передал огромное число уважаемых экспертов. Я еще раз благодарю вам и правительство Дагестана за поддержку. И хотел бы слово представить нашим модераторам, национального члена Совета национального управления экономики Хусейну Шахбазу. Пожалуйста. Спасибо огромное, Олег Пашевич. Я до этого уже успел взять слово, забыл, правда, представиться. Хусейн Шахбазов меня зовут. Еще раз хочу сказать, что сегодняшнее мероприятие оно поддержано федеральными структурами, и представители ряда этих структур сегодня находятся здесь. В частности, директор Федерального государственного бюджетного учреждения Дом народов России Андрей Николаевич Березин представляет сегодня и Дом народов России, и Федеральное агентство по делам национальности. Андрей Николаевич, прошу вам слово. Здравствуйте, дорогие друзья. Я рад всех приветствовать от имени Федерального агентства по делам национальности, лично правильного Игоря Вячеславовича, его руководителя. Федеральное агентство – это наш учредитель, которое в 2020 году учредило Федеральное государственное бюджетное учреждение Дом народов России. Одна из наших основных целей – это создание условий по возрождению, сохранению и развитию национальных культурных традиций многонациональной, многочисленного народа Российской России. И, кроме того, главная цель нашей деятельности – это усиление роли единства российской нации в целом. Олег Пашевич правильно сказал и об исторической памяти, и о той важной роли истории в развитии народов России. Очевидно, что без знания и без почтения истории, исторических фактов у нас нет будущего. Кроме того, очень важно было сказано о роли молодежи в развитии нашей страны и о той важности работы с молодежью. Дом народов России также уделяет этому большое внимание, и сейчас мы работаем совместно с некоторыми федеральными национально-культурными автономиями, в том числе и с лезгинской, и с грузинской, здесь присутствует президент грузинской ФНК, над созданием некого молодежного крыла Дома народов России на основе вот тех уже давно активно работающих структур ФНК, что позволит, мне кажется, вывести эту работу на более высокий, что ли, федеральный уровень. Я также присоединяюсь к благодарственным словам за то, что вы
хотел предоставить слово заместителю директора Института российской истории Российской академии наук, исторических наук Захарову Виктору Николаевичу. Доброе утро. Салам алейкум. И для меня это большая честь быть здесь, по вашей земле, представлять здесь Институт российской истории, Российской академии наук. Директор института Петр Александрович является членом Совета при президенте Российской Федерации по иностранным отношениям, заместителем комиссии по вопросам образования. И мы активно работаем все направления, которые мы обсуждали, и мы так или иначе помогаем. Юрий Александрович просил для себя приветствовать ваш форум, передать желание его успешного поведения и самое главное, чтобы результаты, которые были реализованы в жизни. Что я хотел меньше сказать, что принцип. Вот мы занимаемся наукой, наша задача тоже изучать межнациональные отношения, политику России в этом направлении, исторический опыт, который был накоплен, очень важный опыт. Вот. Но результаты, они не остались, так сказать, в кругах монографии и на научных конференциях, но для того, чтобы они были воплощены в жизнь, для того, чтобы они были востребованы в жизни и соединены с ней, вот как раз и требуется именно ваша активность. Вот мы можем контактировать с обществом, можем, так сказать, продавать наши достижения идеи, только пока, когда в обществе существует инициатива, когда существует организация общественная, связанные так или иначе с государством, в регионе. Вот как здесь представляются такие организации Ассамблеи народов России, другие, и вот отдельные ассоциации отдельных народов национальной силы. Зинская организация тоже очень активно работает. Поэтому важно, чтобы именно таким образом наша работа строилась, чтобы мы всегда региональных историй держали в себе. Действительно, мы всегда готовы поддержать инициативы, которые стоят. Действительно, наш институт тоже работает, как я сказал, в данной области. Смотрится проект сейчас, например, активно участвует в таком направлении, как создание исторических парков моей России, моей истории. Далее, вот сейчас у нас по контакте с Российской железной дорогой мы создаем такие специальные большие исторические экспозиции на вокзалах России. Это работа очень большая. Но я уверен, что скоро дойдет это ваши республики. Вот там, конечно, раскрываем историю региона и, так сказать, традиции показываем, насколько это возможно. Самое главное, это уже современных технологий. Далее, если говорить уже так более конкретно, какие у нас планы, я знаю, не знаю, что я обсуждал с руководством медицинской автономии, что в этом году мы отмечаем 500-летие создания Российской империи. Одним из результатов именно получило 500-летие знаменитого российского космического похода Петра I, с чем организатор России оказался здесь, вчера и самое место, где стояло много. Вот. Это действительно обязывает нас, поэтому здесь тоже, это дело как-то осмыслить, осмыслить, и может нам такое специальное научное, здесь тоже готово давать поддержку научной задействию части. Вот, собственно, что я хотел сказать. Самое главное, конечно, благодарить за приглашение, благодарить за гостеприимство и, конечно, желать всем успехов.
отметить, что нами совместно с Институтом российской истории Академии наук уже согласованы мероприятия, научные мероприятия, научно-практическая конференция «Восточный Кавказ и Россия. 200 исторических судеб». Она пройдет в первой половине следующего года и в марте. Поэтому еще раз хочется подчеркнуть важность сотрудничества с образовательными структурами, особенно с научными институтами, академическими институтами, которые и транслируют объективный исторический взгляд на наше прошлое. А сейчас я бы хотел предоставить слово заместителю министра по делам молодежи Республики Дагестан, победителю конкурса управленцев лидера России Омаровой Фатима Омаровна. Добрый день. Я рада вас приветствовать от имени нашего министра Камила Рамазановича Саидова. И хочу лично приветствовать Керимова Арифа Машаевича и его лице всех организаторов форума. Хочу поприветствовать всех участников историко-патриотического молодежного форума «Наследие предков». Без знания истории своей страны, без понимания ее роли в мировой цивилизации нет патриотизма. Молодежь – это будущее страны. И это будущее должно зиждиться на знании своей истории, на знании исторической миссии Дагестана и России в общемировом цивилизационном развитии. Наша Конституция начинается со слов «Мы – многонациональный народ России». Буквально в 2007 году, как автор термина формирования общероссийской идентичности в российской педагогике, мне очень долго приходилось отстаивать право на понимание, что мы единый российский народ. И сегодня формирование общероссийской идентичности является одним из основных направлений государственной молодежной политики. И мне хотелось бы от имени нашего министра и от себя лично пожелать успеха в работе форума, в поиске новых путей, методов и технологий формирования патриотизма на основе воспитания культуры межнационального общения, формирования общероссийской идентичности и знания истории своей страны. Удачи и успехов! Спасибо большое, Фатима Омаровна. Хотел бы один важный момент отметить. С Фатимой Омаровной мы знакомы давно, еще уже далеком в 2015 году мы провели 8 молодежных форумов Республики Дагестан. И основная заслуга, что нам удалось это сделать, это она принадлежит Фатиме Омаровне. Это была серия форумов «Дагестан против терроризма и экстремизма», собрала несколько тысяч ребят, молодых ребят по всему Дагестану. Более того, наш опыт был, насколько я знаю, ретранслирован и на десятки форумов в дальнейшем. Поэтому огромное спасибо, и она у нас будет экспертом, то есть выполнением дискуссии, так что не упустите возможность насладиться общением с ним. Далее я хотел предоставить слово статс-секретарю заместителю министра по национальной политике и делам религии Республики Дагестан Махмудову Асану Даниловичу. Доброе утро, дорогие друзья, уважаемые гости, коллеги, станции. Я в первую очередь хотел бы председателя личного руководства нашего министерства поблагодарить авторов этого проекта. Мы наглядно видим, что этот проект интересен для тех верностей, для тех уважаемых структур, которые продвигают, в том числе и наше министерство. Но главное, что я хотел бы отметить, некое требует элементов, выбор данной вещи, она не случайно, знаково, в каком смысле. На протяжении сотен, наверное, тысячелетий, я истории доказали, жители города мирно жили, соприкасаясь разные народы, разные религии, носители разных языков, которые находили общий язык, общее понимание и находили вместе разных дел и разных познанений. Я хотел бы
такую площадку. Действительно, говорят, эта площадка была первым большим шагом в продолжении того, что было делать. Энника Васильевича, к сожалению, большому нет. Он находится в республике Киргизия, там живет многочисленная диаспора наших соотечественников. Поехал поддержать, приветствовать, посмотреть, как они там живут, как они соприкасаются с близкими нашими коллегами, друзьями. Но, тем не менее, вот, от его имени хотел бы зачитать несколько слов, если позволите. Наша многонациональная республика, само название форума «Последний век» приобретает особое значение. Каждый народ делает все возможное для сохранения своей самобытной национальной культуры и языкового многообразия. На протяжении всей многовековой истории дагестанцы уделяли большое внимание духовному, нравственному изучению языковой культуры народов, населяющих родную землю, представителей других этносов, нашедших в нашей республике второй город. Как высшую ценность берегли наши отцы и деды межнациональный и межпрофессиональный мир, дружбу и согласие, традиции гостеприимства и добрососедства. И, безусловно, наша задача сегодня состоит в продолжении этих традиций. Поэтому очень отрадно, что в сегодняшнем форуме принимают участие как много молодых людей, мы это видим наглядно. Именно от вас, дорогие друзья, зависит, как долго будет жить на свете лет. Благодаря подобным мероприятиям мы получаем возможность лучше узнать друг друга, познакомиться с новыми для себя культурой, обычаями, традициями, языками. При этом еще раз обнаружим глубокое сходство, основанное на общей истории, общей памяти, общих духовных, нравственных ценностях. Желаю участникам форума продуктивной работы, благополучия и успехов во всех добрых делах. Уважаемые наши граждане, гостей, которые, кажется, столько людей, я просто не мог не сказать, что я лично знаком с ним. Спасибо большое. Наше мероприятие поддержано Администрацией президента Российской Федерации. Сейчас я бы хотел зачитать пресный адрес от заместителя руководителя Администрации президента Российской Федерации Магомеда Алиевича Мухамедова. Участникам, организаторам и гостям межрегионального молодежного историко-патриотического форума «Наследие предков». Уважаемые друзья, приветствую вас по случаю открытия межрегионального молодежного историко-патриотического форума «Наследие предков». Укрепление единства национального народа, сохранение его этнокультурного и языкового многообразия, гармонизация межэтнических отношений – безусловный приоритет Российской Федерации. На протяжении многих лет одним из надежных партнеров реализации государственной национальной политики является Федеральная Лезгинская национальная культурная автономия. Организация активно участвует в выработке и принятии важных решений, рассматриваемых Советом при президенте Российской Федерации по межнациональным отношениям, способствует укреплению дружественных связей между народами. Сегодня инициатива ФЛНК, Межрегиональный молодежный историко-практический форум «Наследие предков», позволяет молодым людям совместно с учеными и экспертами обсудить актуальные вопросы нашего национального сообщества. Уверен, этот диалог и принимаемые на форуме решения будут способствовать дальнейшему укреплению единства национального народа России. Желаю вам успешной работы. Заместитель руководителя администрации президента Российской Федерации Магомед Алиевич Мухамедов. Далее, для приветственного слова я бы хотел пригласить к трибуне директора ресурсного центра в сфере национальных отношений, члена комиссии по вопросам сохранения и развития культурного и языкового многообразия народов России, Совета президента Российской Федерации по межнациональным отношениям, первого заместителя руководителя Ассамблеи народов России Михайлова Евгения Абрамова. Я уже сама пошла за это время, пока меня приглашали, мне быстренько вышло. Дорогие друзья, я надеюсь, я понимаю, как я последний приветствую. Да, или еще я хотела сказать, я сейчас как последний приветствующий расскажу вам особенную историю. Ну, даже как не последний приветствующий расскажу особенную историю. Я хочу сказать, что, во-первых, первые самые главные слова я хочу поприветствовать всех собравшихся от самой большой, самой старейшей российской межнациональной организации Ассамблеи народов России. Коллеги передали поздравления, и представитель Совета Светлана Константиновна Смирнова тоже передала свои поздравления. И я хочу сказать, что действительно мы считаем такие мероприятия очень важными и значимыми.
И также хочу приветствовать вас как ресурсного центра. И сегодня я как директор ресурсного центра, но еще и как эксперт Дома народов России, я, и с которым мы работаем очень тесно, и как большой и старинный друг федеральной лезгинской национальной культурной автономии и Дагестана в целом, я думаю, мне не дадут собрать, я проведу сегодня занятия именно по социальному проектированию, по созданию проекта. И поделюсь некоторыми очень важными личными соображениями. Но мне очень приятно сейчас видеть такое количество прекрасных лиц разного возраста. Молодежь разного возраста, правильно же, у нас собирается здесь вместе и обсуждает, как нам строить наше будущее, как нам работать в дальнейшем. И знаете, я моментально вспоминаю притчу, потому что часто приходится слышать от молодых людей, знаете, ну что зависит от нас? Нам старшее поколение все равно не даст ничего делать, они уже знают как, а мы еще потом когда-то. Не бывает потом когда-то, бывает здесь и сейчас, потому что вместе мы строим будущее нашей страны, дорогие друзья. И я хочу сказать, да, и никакие прочие безобразия нам не помешают вместе это делать. Так вот про притчу. Притча, есть, может быть, слышали ее такая про человека, который безумно хотел проехать на поезд. Очень хотел. Это было тогда, когда только появились поезда, и он мечтал, и вдруг близко к его городу проложили железную дорогу. И он решил прийти на станцию. Он пришел на станцию, пошел в кассу, купил билет, ему сказали, хочешь первый класс, поедешь лучше всех. Он купил билет первого класса и стал ждать поезд. Но когда пришел поезд, он вдруг увидел, что какие-то люди на большой скорости бегут к этому поезду. И он решил, наверное, так и нужно. Это те люди, которые должны, наверное, опаздывают, поезд сейчас не идет, и он побежал вместе с этими людьми. Люди забежали в поезд и стали прятаться под сиденьем. Он решил, может быть, есть такая традиция, он никогда не видел поезда, может быть, есть традиция забраться под сиденье. И он тоже забрался под сиденье. Поезд тронулся. Появился человек, который проверяет билеты, да, кондуктор. И он увидел, что из-под сиденья, где лежит этот человек, торчит его нога. И он взял его за ногу, выдернул и говорит, как тебе не стыдно ехать зайцем? Он говорит, как зайцем? Каким зайцем? Ну ты же едешь без билета? Нет, с билетом. Он показывает, у тебя билет первого класса, а ты едешь во втором классе под сиденьем? Дорогие друзья, я хочу сейчас в заключение своего выступления сказать, у нас у всех с вами, и у вас в первую очередь, билет первого класса. Не надо прятаться во втором классе под сиденьем. Нужно рисковать. Нужно рисковать, нужно идти вперед, быть успешными и отвечать за то, что происходит в нашей стране и в мире. Успешной работы форума, удачи всем, спасибо. Спасибо вам огромное. Я надеюсь, наша публика поняла, что эксперт сегодня к нам приглашен, и вы не уйдете после двух панельных дискуссий, останетесь на семинар, который организован Домом народов России и проведет наша замечательная Евгения Абрамовна Михайлова. Ни в коем случае не расходитесь. Я бы хотел предоставить слово первому заместителю руководителя Агентства по охране культурного наследия Дагестана Кариме Михайловне Таисе Кадировой. Уважаемые гости, я вас приветствую в уникальном, особенном городе Москве. Хочу вас поприветствовать от лица руководителя Агентства по охране культурного наследия Республики Дагестан Мусая Абдулаевича. Хочу пожелать вам продуктивной работы, и чтобы вы не только прочувствовали энергетику этого особенного, уникального исторического города, но и унесли с собой очень теплые воспоминания и захотели вновь на это вернуться. Задача нашего агентства и наша основная работа, она основывается на сохранении уникальных памятников архитектуры, культуры, истории, искусства, которые находятся на территории Республики Дагестан. Хочу обратить внимание наших гостей, что на территории республики расположено 6358 объектов культурного наследия. И сегодня я очень рада, что в этом зале очень много молодых людей, так как наша с вами задача – это не просто изучать историю родного края, но
реализации и сохранения этих памятников. И, конечно, я надеюсь, что в продолжении нашей беседы мы с вами будем участвовать в активном диалоге, и я буду рада услышать от вас не только вопросы, но и предложения, как мы можем с вами взаимодействовать. Отмечу, что Агентство по охране культурного наследия Республики Дагестан является органом исполнительной власти, которое работает именно в направлении сохранения памятников культурного наследия. Также хочу сказать, что в нашей республике, забегая немного вперед, на сегодняшний день Министерство по делам молодежи Республики Дагестан, а также волонтеры культуры проводят совместно с социальным культурным проектом «Декоратор жизни» очень интересный и очень важный проект. Это проект под названием «Общественные инспекторы охраны культурного наследия». Я очень надеюсь, что в этом зале тоже появятся у нас новые участники, которые присоединятся к этому движению. Всех жду вас на продолжение нашей беседы. Всем большое спасибо, продуктивной работы. Здесь ранее было сказано, что нам сегодня в гости гостеприимный президент, пришли представители со всей России, но и не только. Точнее, у нас есть представители народа, который проживает в соседней братской стране, Грузии. Это президент Федеральной грузинской национальной культурной автономии России Цецлав Жукарик. Пожалуйста, вам слово. Уважаемый Арбашевич, Кайрат, уважаемый Николаевич, уважаемые коллеги, дорогие друзья, здравствуйте. Я приветствую вас от всей грузинской диаспоры России. Я сегодня счастлив находиться на священной земле Дагестана, на земле исторического города. И для меня неудивительно, что сегодня именно Лезгинская федеральная культурная автономия является основным организатором, так сказать, данного форума, связанным нашими предками. Именно лезгинский народ со всеми остальными кавказскими народами примером сохранения традиций, идентичности, культуры, взаимоуважения. Кавказ является в мире единственным, наверное, местом, где до сегодняшнего дня, в эпоху информационных войн и так далее, остаются те традиции, которые нам передавали наши предки. И, конечно же, Россия, сегодня Российская Федерация, всегда веками оставался гарантом сохранения наших традиций. Как уже Арбашевич отметил, сегодня мир сложен. Нам навязывают другие ценности, и я в большой надежде, что именно Кавказ и кавказские народы смогут перебороть и победить, как и побеждали всегда в разные битвы и сохраняли свою идентичность. Я, когда бываю часто на грузинских заслугах, поднимаю кто за предков, я потом своим соотечественникам спрашиваю, вот мы долго рассказывали и гордимся о наших предках, о их достижениях, а мы задумываемся сегодня на том, что завтра мы станем предками. Что мы оставляем нашим детям, внукам, правнукам, тем будущим поколениям, которые будут оставаться с этим миром один на один без нас. Вот то, что нам наши предки оставили, если мы сможем все вместе объединиться и передать нашим будущим поколениям, то тоже поднимут тост и будут гордиться нами. И то, что касается молодежи, я бы хотел еще раз подчеркнуть роль лезгинской ФМК. Арбашевич, я приветствую то, что вы не только на словах говорите о молодежи. У вас прекрасная молодежная команда. И мы совместно уже находились на одной платформе и рядом. Слева с вами находится представитель тоже молодежи ФМК Лезгин. И когда мы говорим о молодежи, мы должны понимать, что это не демагогия, это не должно быть какая-то пропаганда. Работа с молодежью – это проекты, это конкретные дела.
И не то, что навязывать молодежи что-то, давать примеры. Те примеры, которые для них будут интересны, и которые они будут потом реализовывать в жизни. Спасибо всем, спасибо руководству Татарстанской Республики, спасибо всем, кто дал возможность сегодня находиться рядом с вами. Я уже вчера вечером говорил, я давно хотел здесь приехать, но, наверное, надо было с вами приехать. Спасибо вам огромное. Спасибо. Большое спасибо вам, Владимир Владимирович. Я бы хотел дать слово еще одному представителю Федеральной национальной культурной автономии, Международной Федеральной национальной культурной автономии и большой организации ресторана Союза Армян России. Армян Раван Ганесович, член Совета и правления Союза Армян России. Уважаемые коллеги, друзья, соотечественники, добрый день. Я считаю для себя особой честью привилегией присутствовать здесь, на этом важном форуме. Хочу поблагодарить искренне организаторов этого форума, лично вас, Ариф Ашаевич, Дом народов России, Федеральное агентство отдела национальностей. Я здесь представляю армянскую диаспору, как две крупнейшие организации, и Союз Армян России, и Федеральная национальная культура автономии Армян России, заместитель председателя которого я имею честь быть. Я вот что думал, ни разу я не был в Дагестане, ни разу я не был в Дагестане, но с первой минуты присутствия на этой земле, как только самолет приземлился, я понял, что я приехал как к себе домой. Это не просто схожесть, природные горы, правда, в Армении моря нет, есть только Судан. Это прежде всего люди, это прежде всего тот дух, который царит. Это то, что роднит. Нас всех роднит стремление к миру и любовь к другу ближнему. И я боюсь сейчас точно не процитирую слова величайшего сына Дагестана, величайшего поэта Расула Гамзатова, но у него есть, по-моему, такие строки, что хочу страной, что там всем жили в мире и тепле. И что гимн этой страны начинался словами «любовь превыше всего на земле». Любовь к родине. Любовь – это то, что заложено в основе и патриотическое воспитание. И продолжая вашу мысль, Владимир Ашаевич, когда вы сказали, что вы очень любите Россию, Дагестан точно, может так продолжить. Вы Дагестан любите очень, но может быть место, где вы родились, я не знаю, видите, может быть, это не есть, да, вы спросите ваши родители, вы любите больше. Мы так любим больше наш город, мы так больше всего любим наш дом. Отсюда я для себя делаю очень простой вывод. Патриотизм начинается в семье. Патриотическое воспитание закладывается в семье. Если в семье это не будет заложено именно с первых слов ребенка, с первого познания мира, если он не будет понимать, что нужно любить свою родину, своих родных, свой народ и всех, то ничего хорошего, наверное, у него в будущем не получится. Поэтому я призываю, чтобы мы именно стремились к этому. Потом нам надо будет просто обогащать наших молодых людей теми необходимыми знаниями, которые эту любовь делают основательной и фундаментальной. Еще раз большое спасибо, извините за некоторые многословия. Желаю всем плодотворной работы и надеюсь, мы еще сегодня пообщаемся. Предоставляю слово члену Совета Федеральной Российской национальной культурной автономии Артуру Римовичу Шузукину. Добрый день, дорогие гости, салам алейкум, наши земляки.
Я, честно говоря, не очень хотел. Мне вот грамотно, находясь в полудрёмном состоянии, свои плечи, какая хорошая вещь, мне очень понравилась. Я решил вам помочь дальше в этом вопросе и рассказать притчу, которые касательно меня. Когда я в Россию отсюда отправлялся, что в те времена, далекие, советские, меня отец посадил и начал объяснять, что там другие люди, другие традиции, что там надо соблюдать определенные этикеты и так далее. Будет очень много грязи принимать, потому что вы, когда учили жизнь, просто еще будете попадаете в другую национальность, в другую сферу. И просто проживать, потому что очень плохо слышно, когда далеко. Он мне говорит, у нас на орлов, вообще, на эту птицу, редко когда какой птица нападает. Он, помню, рассказывал, есть такая притча, что только вороны, нас так называют, грубо нападают на них, указали, и какой-нибудь ворон обязательно цепляется, если вы на спину орлу, то он говорит, ничего не делает, он просто поднимается наверх. Тот его клюет в этой самой шее, он поднимается вверх, выше, 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 пока не кислородными голодами ворон не падает. И он говорит, ты тоже не обращай внимания, ты ведь поднимайся. Мне, это почему говорю, работая с рыбошлящим фабрикажем давно, насколько грязь на нашем гости. А рыбошлящ, по-моему, был и агентом азербайджанской разведки. И он был каким-то коррупционным чиновником, который победил из класса. И так далее, и так далее. Но он поднимался вместе с ФБК, мы вместе это делали, и вся эта грязь, швали нам упала. Вот он даже на ООН дошел, и, честно говоря, боялся, что его скажут, что американского еще шпион. Но, слава Богу, это не случилось. Я хотел бы по поводу молодежи сказать то же самое. Дело в том, что когда отсюда приезжают наши ребята, мы там находясь, вы поймите, мы находимся очень в такой форме, сейчас молодежь, которая туда прибывает, прекрасная молодежь, когда учиться, двигаться, развиваться, попадаться на такие, которые вы недавно слышали везде в прессе, что происходило. Да? Есть и такие. Поэтому нам нужно быть очень аккуратными. Во-первых, нам, наверное, уже надо, пора тоже иметь в этом свое мнение и, опираясь на определенных направленности, которые специально разжигают эту вражду, научиться отвечать, не стесняться, наверное, и на уровне правительства Дагестана, и на уровне вашей формулы, которая постоянно возникает. Потому что один маленький пример, это не пример. Дагестанские молодежь там идет очень все прекрасно. На самом деле это прекрасная, дружная нация. Вчера мы когда сидели, Андрей Николаевич хорошо сказал, это вообще Дагестан лаборатория для того, чтобы... К сожалению, эта лаборатория не входит. Так вакцины, как ушли с китайской. Вот так ушло у нас вот это, то, что мы преподаем, потому что у нас между нами на самом деле, на примере дербенского народа, который здесь веками проживали, вот это было бы хорошо. Я хочу вам всех поблагодарить, что пришли, и форум, чтобы состоялся, и просто кончилось, просто говорили прописных истины, а чтобы мы реально делали выводы, и мы какие-то движения уже пошли вперед, реально все это делать, помочь нашему молодежи. Наша задача, а вы тоже как бы были более активны. Спасибо. И в завершение я бы хотел предоставить слово еще одному дербенцу, жителю Дербента, чтобы либо гости у нас выступали. Это заместитель председателя Дагестанского регионального отделения Русского библиотекарского общества, заместитель директора фонда общественно-культурного развития Дербент, член совета ФНК Сакарова. Очень приятно было здесь находиться. Я не выступал, честно скажу. И такие замечательные речи, которые здесь звучали, они
наверное, не хотел бы затягивать нашу бинарную часть, потому что сказано было очень много. Мне кажется, более подробно, лучше мы обсудим все на нашей панельной дискуссии. Но не могу не сказать о Дербенте, о том аспекте, который пока еще не затронут. Вот. Дербент выбран не просто не случайно, он является особой площадкой для целого ряда народов. И мы видим, как очень серьезные мероприятия проходят именно в городе Дербенте, которые организованы федеральными структурами. Буквально недавно здесь показывали товары, несколько дней, замечательное мероприятие, да, которое охватывало разные аспекты, в первую очередь связанные с культурой разных народов, проживающих в Дербенте. Его проводил еврейский конгресс, Всероссийский еврейский конгресс. Сейчас проводит федеральная экспедиция культурной астрономии. И тоже не менее важная тема патриотического воспитания молодежи, выработка ответов на разные вызовы, которые стоят перед нашим обществом. И активный диалог с молодежью, о котором сказал, призвал всех нас, Ариф Ашаевич. Кроме того, на протяжении ряда лет другие организации тоже проводили. Например, Федеральная национальная культурная автономия Азербайджанской России тоже активно участвует и проводит свои мероприятия. Вот три общины, еврейская, азербайджанская, лезгинская, они активно нацелены на Дербент. Недавно прошел учредительный съезд республиканский Центр культурной автономии Табасаранска, который тоже своим центром выбрал Дербент. Я хочу сказать, сколько народов действительно Дербент объединяет. И сейчас у нас создается консультативный совет по делам национальной культурной автономии, о котором я более подробно расскажу. И вот это все не случайно. Я считаю, что Дербент, он должен стать примером, он так является примером. Первый мастер-план городской был приведен в Дербенте, да, и сейчас активно реализуется, была принята комплексная программа развития Дербента на федеральном уровне. И сейчас вот эта лаборатория межнациональных отношений, я тоже возьму это слово, как бы этот оборот очень приятный, он через Дербент будет реализовываться. И силами всех общин, конечно, которые проживают в городе, которые сейчас объединяются, и лезгинская, и азербайджанская, и русская, и даргинская, и табасаранская, и аргутская, и многие-многие другие. И я хотел бы поприветствовать всех еще от лица главы администрации городского округа Дербент. К сожалению, он не смог присутствовать. Очень жаль, хотелось бы, конечно, чтобы он выступил, Пирмагомедов Стамбулис Владимирович, но он выражал самые искренние пожелания активного участия в этом форуме, чтобы все поставленные задачи были раскрыты, и чтобы это привело к дальнейшему развитию той замечательной идеи, основы, которые вот сейчас реализуются за патриотическое воспитание, активное взаимодействие с молодежью. Спасибо большое. Уважаемые гости, дорогие друзья, пользуясь правом модератора, я хотел занять еще минуту 5 вашего времени, сделать немного углубиться в интересные мне, с историческим образованием аспектом, исторический. Возможно, у нас тоже возникает вопрос, почему именно историко-патриотический форум, каким образом это все в одном мы объединили. Дело в том, что идея наша основная заключается в том, что именно через искажение истории те деструктивные силы, которые не хотят формирования патриотизма, хотят каким-то образом внести конфликтность в наше общество, именно через различные псевдоисторические мифы, искажения истории, необъективную подачу истории нашего прошлого, они, пользуясь таким мощным оружием, как говорили недавно, современный мир, интернет, они как внедряются в уму нашей молодежи, таким образом
Продолжаю. То есть создается молодежи взятое впечатление о нашем прошлом. Что же мы в этой ситуации должны делать? Во-первых, мы должны преподносить информацию объективным обществом, стратегическими институтами. Во-вторых, мы должны восполнять лакуны, которые есть в наших знаниях, в нашем видении прошлого. В частности, вот здесь было сказано, что в следующем году 300-летие с момента российского похода Петра I. А в этом году такая немногим известная дата, 300-летие с момента взятия города Шумаки войсками под предводителем Хаджида Урумшкульского, известного русских источников как Даудбек. Это было национальное освободительное движение народа Восточного Кавказа против владычества Ирана. И этот момент первый, по сути, известный нам, это Шаха, то есть первый момент глобального единения дагестанцев, как, возможно, первый момент, когда они ощутили себя единой нацией, потому что вместе с Хаджи Даудом под его знаменами выступали и лидеры Лайского, Абарского, Басаранского, Сахурского и многих других народов. То есть это такая неизвестная, скажем, в случае самой дагестанской среде, страницы истории. И в частности, я просто хотел восполнять пробелы. Я бы хотел сейчас показать вам небольшой трейлер с нашего фильма, небольшой двухминутный трейлер. Надеюсь, сейчас у нас получится его включить. К сожалению, у нас технические возможности позволяют показать только в зале. Я прошу прощения, уважаемые на пресекунду, мы с вами обязательно отдельно посмотрим, с вашего позволения. Сейчас включить, посмотрим трейлер. Впервые его история покажет на экране. Имея в распоряжении лишь небольшое войско, он разгромил империю. Поистине масштабная личность. То, что он сумел создать свое государство, это для сегодняшнего поколения стало каким-то маяком. Неизвестные до сегодняшнего дня факты из истории России. По легенде, где-то здесь кто-то первый сложил каменную пирамиду. 3 страны. В 1735 году семья Хаджи Дауда была поселена здесь, в Келиполо. Мы не можем со стопроцентной уверенностью назвать место рождения Хаджи Дауда, но местные жители утверждают, что оно было здесь. Десятки городов и сел. Это объясняется не магической силой, а условиями жизни. Большую часть жизни и знаний Хаджи Дауд провел на острове Родос. Поиски следов, затерянных в истории. Есть еще один след. Шимахай не раз испытывала на себе, что такое военная мощь Лезгина. Да, известно, что земля есть. Но сам. Открытия, которых ждали столетия. Что это за место? Настало время сюрприза, о котором я вам говорил. Этот дом стал последним местом жительства леснийского правителя. И те, которых не ждал никто. Для нас большая честь и удовольствие видеть здесь живого потомка легендарного человека. Я всматриваюсь в попытках найти сходство, но, конечно, прошло много времени. Мы не знали о нем ничего. Время пришло. Хаджи Дауд.
поблагодарить. Сейчас к нам с большим опозданием присоединился еще один наш друг, почетный гость. Это главный редактор «Бельгийских газет» Магомед Ибрагимов. С приветственным словом, пожалуйста. Салам алейкум, здравствуйте, уважаемые участники сегодняшнего форума. От себя лично и от имени всего коллектива Республиканской национальной газеты «Лизи газет» я приветствую вас, желаю вам здоровья. То, что проведение такого масштабного форума на земле Дербента, это символично тем, что в настоящее время молодежь не так уж на должном уровне обращает внимание наследию предков, исторической культуре и языкам народов Дагестана. И, по моему мнению, подобные мероприятия, они как раз таки подталкивают, являются каким-то толчком для того, чтобы уделяли особое внимание наследию. А наследие у нас, у народа Дагестана, огромное. В этом году исполнилось 100 лет. Столетие также отметили и газеты наших братских народов, умского народа, аварского, латинского и ряда других. Но, к большому сожалению, из-за коронавирусной пандемии мы не смогли на должном уровне провести это мероприятие. Планируем в ноябре, вот буквально через неделю-две, иншаллах, в Махачкале. Всем желаю успехов, удачи, цените наследие, читайте на родных языках. У нас очень богатое культурное наследие, нужно запоминать и знать имена наших предков, таких легендарных личностей, как Хаджи Дауд. Здоровья вам, спасибо. Уважаемые гости, дорогие друзья, мы подходим к завершению нашей официальной части, открытия нашего форума. И хотел бы несколько организационных моментов поговорить. Вы знаете, у вас у всех есть программки, у кого нет, запросите наших помощников с красными дрейферами, как вы меня видите, не подходите, можете спросить программу, кто еще не получит. Сейчас у нас будет кофе-брейк, и потом в половине 12 у нас начнутся две параллельные панельные дискуссии. Первая дискуссия – это патриотическое воспитание и укрепление общероссийской гражданской идентичности. Ее участники остаются здесь, в этом зале. Вторая панельная дискуссия – организация информационной работы, СМИ, блоги, социальные сети в области противодействия экстремизму и деструктивной псевдоисторической пропаганде. Ее участники у нас поднимаются наверх в малый зал. Позвольте мне сейчас зачитать, кто поднимется, и прошу вас запомнить, во-первых, кто кого я назвал, и во-вторых, запомнить нашего молодого человека. Пожалуйста, он поднимает руку и за ним проследовать наверх. Это, во-первых, модератор дискуссии Дмитрий Викторович Вячеславович, политолог, востоковед, автор телеграм-канала «Русский ориенталист». Прошу. Наши уважаемые эксперты и гости: Михайлова Евгения Абрамовна, Березин Андрей Николаевич, Саркаров Андрей Завитович, Газдеев Дмитрий Владимирович, Цецхладзе Давид Лажаевич, Керимов Владимир Пашаевич. А также, дорогие участники, Алиев Султан Джабраилович, Гусейнова Заира Физаевна, Зубов Амиран Мурадинович, Хричкова Евгения Николаевна, Рахманова Зарина Назировна, Деврышева Мирьяна Ебековна, Шауфалов Магомед Мусаевич, Богов Алихан Магомедович, Торшхоева Фатима Эдуардовна, Усмиева Мадина Аюповна, Преснянский Максим Александрович и Нажнина Анастасия Николаевна. Они, вот те все, кого я перечислил, идут наверх в малый зал за молодым человеком. После кофе-брейка молодой человек вас ждет здесь, кофе-брейк уже у нас начался. Пожалуйста, подходите, переключайте. Еще раз огромное вам спасибо. Ждем вас на панели. Что с ней делать? Что с ней делать?